Так, здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Сегодня у нас я приехал на соревнования по подледному лову имени Евгения Гребнева. Посмотрите, сзади меня уже собралась немалая толпа народу. Сейчас я пойду засниму немножко обряд Алгыс. Вот. Посмотрите, вот люди приехали заранее. Вон там уже бурят себе лунки. Собственно, само мероприятие проходит вон там. Я приехал с Антоном Щуколовым. Вот, посмотрите, у него кепочка, клевая рыбалка. Вот, мы сегодня будем жарить шашлыки, рыбачить и отдыхать, да? Сегодня мы участвовать не будем, но будем для себя рыбачить. Поэтому будем снимать об этом коротенький сюжет. И также, конечно, я пойду туда и поснимаю для вас сюжет. Друзья, по всей видимости, участников довольно много, команд очень много, поэтому чуть позже возьмем интервью у организаторов. Сейчас давайте, идет обряд угощения, задабривания духов по традиции, и после этого, я думаю, уже все начнется, поэтому будем время от времени снимать, эпизодически подходить. Вот. Так, друзья, вот наш бутер сегодняшний. Сейчас будем устанавливать палатку. Правда, пока не знаю, где будем устанавливать точно, но думаю, место подберем такое, чтобы меньше создавать помеху участникам, но в то же время, чтобы все было видно. Смотрите, в прошлом году вот эта вот площадка рядом с местом открытия полностью являлась местом проведения соревнования. В принципе, нынче ничего-то не изменилось. С этой стороны у нас получается коренной берег идет. Здесь у них вот выходит песчаная гряда. Направление реки сверху вниз туда. И, собственно, здесь получается как бы такой вот залив, такая вот протока, вот выход с протоки получается. И, по всей видимости, рыба в основном находится здесь, поэтому вот. Итак, друзья, давайте возьмем интервью у одного из участников. Так, у Эдуарда. Здравствуйте. Здравствуй, Эдуард. Расскажи, пожалуйста, на какое соревнование ты сегодня приехал и как часто ездишь сюда, какие-нибудь места занимал или нет ранее? Соревнования Ленфест имени Евгения Гребнева. Участвую второй год. В прошлом году участвовали в команде «Отец и сын». Друг занял первое место, Алексей Андреев. Ага. Я не поймал. Ну, поймал мало количество. Ну, В нынче... этом году команда среди взрослых. Будешь участвовать, да? Ага. И то есть подготовился уже как бы основательно, я так думаю, да? Ну, Ясно. Ну вот сейчас буром вот покажи про это, расскажи про свой бур маленько. Довольно заинтересовал твой бур как бы. Палец, все с детства пользуемся. В 80-м году. Сеня. Да, вот я смотрю вот эти вот, как в старых бурах, вот это, поэтому узнал сразу вот к этому составному. 120-й. А это что, еще нарастил, да, его? Нарастил. Ну, блошей из двух буров собрал. Шнек короткий был. Так. И ты шнек тоже нарастил? Шнек нарастил. Ножи. Места креплений ножа ты пересверлил? Переделал, да, пересверлил. Видишь, не подходит.
Ну да, это тонаровские сейчас новые, да, стоят? Ну, тонаровские ножи. Понятно. Ну что, пожелаю тебе удачи, удачно выступить, занять. Призы хорошие, нет? Не слышал? Ну, не знаю, насчет призов. Денежные, может, какие-то. Может. В прошлом году какие были? Я так осадил. А, ясно. Посмотрите, какая толщина льда здесь, Антон. Покажи, пожалуйста, толщину льда подписчикам. Ты сколько уже примерно? У тебя рост какой? Вот. Это где-то 150. Уже 150, да, 1,5 метра. И то не хватает, да? Вот, смотрите, Антон. Вот, посмотрите, нож какой у Антона. Жесткий просто. Конский нож. Такие, друзья, ножи можно посмотреть на сайте клёвая-рыбалка.рф. Вот. Смотрите, вот. Все равно не дошло, говорит Антон. Так, мы хотим сейчас пробурить 4 лунки нам и поставить палатку поверх печки, ну это стола и лунок, чтобы теплее рыбачить. Так, участники все разбрелись по своим местам, кто где предпочитает рыбачить. Ну, прошлого года особо ничего не изменилось. Основной отец, сын номинации вон там рыбачат. Здесь уже личное первенстве. Вот. Посмотрите. Итак, друзья, мы сейчас поставили палатку. Сейчас сами усядемся. Потом я чуть попозже схожу, поговорю с организаторами фестиваля. Вот, и возьмем интервью у нескольких участников. Так, мы устроились вот так вот. У нас сегодня две рыбачки. Туяра Семеновна, да? Самая главная рыбачка. Расскажи, как давно увлекаешься рыбалкой подледной? Глухонемая сегодня, ладно. Вот такая у нас сегодня рыбалка будет. Здесь вот лунки просверлили, вот. И там две. Вот. Основные у нас рыбачки попросили 2 лунки им. Мы им просверлили по 2 лунки. 2 руки, сказали, будут таскать. Так, будем жарить шашлыки. Вот. Что у нас из еды есть? Можете показать? Главный этот фаворит шашлык был. Ух ты! Это маринованный? Шашлындос будет. Уже маринованный, да? Готовый, да? Да. Вот. Посмотрите, мясистый какой. Сейчас нанизывать буду тогда. Так, у нас тут пилеты, да? Мангале. Антон будет сейчас шашлык готовить. Жара пошла. Пошла жара. Здесь вот люди рыбачат. Посмотрите, даже с детьми пришли. Рыбачки различные сидят. Добрый день. Сегодня проходит 10-й юбилейный фестиваль подледной рыбалки и активного отдыха памяти Евгения Гребнева. В этом году он посвящается столетию Якутского СССР и году отца в городе Покровске. Вот. Но сегодня участников у нас традиционно также большое количество, как и среди команд отец и сын, так и среди взрослых команд. У нас сегодня участвуют команды нашего улуса, и помимо этого есть команды города Якутска, Намского района, Мегино-Кангаласского, ну и многие представители города Якутска команды. Вот. В чем отличие от предыдущих? Да? Ну, в этом году организация у нас каждый год
на высоком уровне, да. Подключается предприятие каждый год. Вот, увеличивается количество и участников, и гостей, и организаторов. Призовой фонд, конечно, очень радует наши предприниматели, наши различные предприятия, магазины, такие вот, как охоты и рыбалки различные. Все помогают, все отвлекаются традиционно и даже спрашивают, когда у вас мероприятие, мы приготовили приз, говорят. И очень отрадно, что ежегодно Совет отцов, это отцы школы, Покровской школы номер 2, сами своей инициативой сбрасываются на суперприз для победителей команды в программе «Отец и сын». Но суперприз — это двухместная лодка, вот, и различные сертификаты на различные суммы, да, подарки все, которые для активного отдыха, для рыбалки, снасти, различные, все полезные такие вещи, где радуют и детей радуют, и отцов радуют. Настроение сегодня у всех отличное, погода очень хорошая, теплая, клев помаленьку ловится, и так быстро, только мы дали старт, да, и через буквально несколько минут уже поймали первую рыбку, и взрослые, и дети рыбачат. Так что рыбалка идет, процесс идет. У нас работает полевая кухня от школы номер 2, коллектив учителей, работники. Вот. Сегодня вот с хлебом свежим, доставленным Максуголовским хлебозаводом Сергеем Геннадьевичем Гребневым. Вот шашлык, тут работают такие небольшие. В общем, атмосфера очень такая шикарная для отдыха, поэтому всем желаю хорошо отдохнуть, набраться сил, энергии. Вот. Всех с праздником. И сегодня у нас символизируется, что День охотника в республике отмечает вся республика. И вот сегодня хочу еще поздравить всех от себя лично, от организаторов с Днем охотника, с Днем отца, рыбака. Ну, в общем, всем добра и мира. Спасибо. Спасибо. Ну, от семьи Гребневых памяти нашего брата, моего брата Евгения, заядлого рыбака, неоднократного победителя республиканских соревнований на Волчьей протоке. Вот, присвоено вот, ну, благодаря директору школы, благодаря администрации, присвоено уже имя памяти нашего брата. И вот уже мы в 6-й раз совместно проводим данное мероприятие. 10 раз школа сами проводили рыбалку «Отец и сын». И нынче вот мы уже совместно 6-й раз проводим. Вообще вот организация все увеличивается, масштабы расширяются. Очень отрадно видеть, что действительно, как сказал Сергей Семенович, спонсоры очень сильно подтягиваются, очень помогают. И видно, что рыбаки, которые заядлые рыбаки, они очень, глаза горят у них, прям чувствуется как позитив вот у людей, и чувствуется атмосфера такая хорошая. И хочется от нашей семьи поблагодарить все-таки руководство 2-й школы, Покровской средней школы номер 2, которая вот уже какой раз проводит это мероприятие, и это все увеличивает масштабы. И, соответственно, и мы тоже стараемся во всем помогать Сергею Семеновичу. И вот как-то обоюдно уже, вот просто приятная атмосфера, даже подготовительная, она вот просто витает, такой хорошая аура у нас. И нынче мы как семья проводим как бы командные соревнования и личные первенства. В нашем соревновании участвуют 22 команды, тоже из масштаба растут, и в города Якутска очень много команд, и мегинские есть. Очень отрадно видеть, что и личные первенства расширяет как бы обороты, и видно, что молодое поколение, оно как бы командным соревнованиям тоже перебирает опыта. Видно, что ребята молодые, маленькие дети смотрят, как профессионалы рыбачат, набираются опыта,
И традиционная как бы рыбалка, она в Якутии, она как бы оставляет и набирает наоборот еще даже больше оборотов. Вот так вот. И хочется поблагодарить наших спонсоров. Это и Серебряный ручей, постоянный спонсор, и клуб ЖКХ, генеральный спонсор наш, и очень много магазинов рыбацких, которые к нам идут навстречу, всегда откликаются на наши приглашения, на наше положение. Вот хочется их поблагодарить. А также хочется отметить и мэрию города Покровска, которые уже очень организованно и очень планово подходит к этим соревнованиям. Большое всем спасибо за данное мероприятие. Спасибо вам, что огромная благодарность от канала, что приглашаете меня на освещать такие ваши вот мероприятия, которые я считаю, что очень полезны, как для семейного развития духовного, также единение обязательно, это, конечно, с природой. Я посмотрел, у ребят здесь очень все хорошо устроено, есть сборы для мусора, все, туалеты, все это убирается после соревнований. Вот, поэтому желаю вам, как и не перестаю как бы желать вам, чтобы ваше мероприятие с каждым годом увеличивалось, чтобы больше людей вовлекалось в это увлекательное дело подледная рыбалка. Ну и успехов вам в жизни, в вашей профессиональной деятельности. Спасибо и хорошего всего. Я еще хочу сказать, да? Давайте. Спасибо вам, Вячеслав. Прошлого года вы транслируете, и уже благодаря вашему каналу, да, много уже людей знают о нашем мероприятии. И Да, отзывы спасибо мы читаем большие, это очень такие хорошие. По всей стране, в регионах других, даже, и в странах даже, зарубежье. Поэтому Отлично. спасибо за Спасибо, Вячеслав, что вы освещаете в данное рекламу мероприятие. такую хорошую. Да. Хорошо. Тоже вам желаем успехов в дальнейшем. Спасибо. Также, чтобы все ярче наши мероприятия. Да, я буду стараться тоже. Спасибо. Спасибо. До свидания. Друзья, хотелось бы продвинуть это мероприятие, и поэтому на следующий год мы хотим организовать совместный проект. То есть я хочу чуть пораньше осветить это мероприятие в своих соцсетях и также на канале. И я думаю, что было бы хорошо, если в данный момент, кто находится в городе Якутске, представители других регионов могли принять участие как участники, и тем самым мы подняли бы это мероприятие на новый уровень. Вот здесь у нас вот подошел к палатке, Антон сидит, угли создает. Вот я так полагаю. Жара не идет, да, что-то. Слушай, а почему нормальные угли не взял, древесные, как бы? Самые дорогие. Не, это же пилеты же, это же для растопки печи, по-моему, я так понял. Это не угли. Да, это не угли. Не, это все маркетинг, потому что пилет никто не покупает, из-за этого они придумали вот, что как бы еще и по цене дорогой, потому что производство пилетов очень дорогое. Поэтому имейте в виду, друзья, просто покупайте обычный уголь, не надо брать пилеты, они не горят. Смотрите, вот уже битый час сидим, пытаемся. Так, друзья, здесь вот молодой рыбак сидит. Поймал, да? Это мама поймала. А мама поймала? Ну, поздравим тогда твою маму. Можете дать короткое интервью для YouTube канала? Я как-то стесняюсь. Да я вас просто спрошу, как давно вы увлекаетесь подледной рыбалкой? Подледной рыбалкой. Ну, не скажу, что увлекаюсь, но вот с семьей ездим. Отлично. Лет, наверное, 10, наверное, где-то. Классно. Ну вы сейчас вот сына учите, да, я так полагаю, Ну, ловить рыбу. У меня старший сын больше любит подледную рыбалку. Он даже, ну, во многих кадрах вот рекламного ролика, посвященного вот
Ты участник, да? Участвуешь тоже, да? Ну, Ну, мы с папой. А вы просто сами приехали Ага. рыбачить, да? Ясно. Ну, с папой участвуем. А, участвуете с Да. папой, хорошо. И все удивительно. Да. Вот, хорошо. Вот, поздравляю Спасибо. вас. Ага. Так, а в палатке между делом рыбачки приступают к очистке лунки от льда. Вот это вот довольно интересный способ очистки у Оксаны. Очищать одну лунку и бросать весь лед в другую. Вот теперь отсюда выгребай вон туда. Обратно в пакет. Эх, ух ты, тут сам себе сделаешь. Антон пытается разжечь угли, создать. О, керосиновый, блядь. Сейчас при помощи керосина будем разжигать. Потому что ух, как хорошо горит, а. Хорошо горит. Двинем угла. Да, морда. Благодаря этому человеку всему, да? Конечно. Всем привет, от Артем Рыбалки, всем подписчикам Клёвой Рыбалки. Мы сейчас сегодня находимся в город Покровск, Анкаласского Луса, на соревновании по подледной рыбалке. У нас две команды, то есть в команде 3 человека, и участвует еще отец и сын, 2 участника. В общем, у нас 10 человек, Артем Рыбалка. Надеемся на лучшее, но что-то клев слабый. Все ходят, ищут и не могут найти. Такие маленькие кушки поймали. Ну вот так. Друзья, Алексей в прошлом году стал чемпионом этого мероприятия, я так полагаю, да? Да. В Отец и сын. номинации «Отец и сын». Какие были в прошлом году призы? Мне досталась лодка двухместная. Классно, Да, круто, да, круто. Пользуешься лодкой? Да, пользуюсь летом особенно. А сегодня ты приехал, я так полагаю, за второй лодкой. За команду поболею. Ну, пришло Ну, порыбачить. да, у них приз нынче, главный приз, говорят, лодка двухместная. Опять что ли? Ты за второй лодкой Не, приехал? не надо. Лучше не надо. Ясно. Вот, Алексей сам проводит соревнования, недавно провел соревнования по Подледная рыбалка. подледной рыбалке среди детей. Так, ты где-нибудь освещал это мероприятие? Пока нет еще. Вот, Монтаж делается. так что скоро, друзья, смотрите где можно посмотреть это мероприятие. В инстаграме у Артем Рыбалка. Да. Вот. Ну что, я пожелаю Алексею удачи, чтобы удача ему улыбнулась, и он сегодня выиграл призовое место. Спасибо. А когда в Жиганство пригласишь? А, всегда тебя приглашаю? Я же тебя давно приглашал в Жигас. Что ты не приезжаешь ко мне? Хочу большую рыбу поймать. Вот Да? такую щуку. Отлично. Приезжай ко мне в Жиганск. Где-то килограмм 8. Да, приезжай ко мне в Жиганск. На следующий... Хочешь на подлетку или на... На подлетку. На подлетку. Тогда надо... Когда комаров нет. Тогда давай, наверное... Так, тебе на чем удобно? На автомобиле или на самолете? На автомобиле. Тогда после Нового Смотреть, года. Да. Да. Давай, после Нового года ждем Артем Рыбалку на рыбалке в Жиганске. О, друзья. спасибо. Круто. Вот. Давай. Давай. Так, вот у нас появились дрова. Дрова откуда-то пришли. Интересно, откуда пришли дрова. Bile baktavken ben grup kutusun kırıyorum. Götürün yani. Эй, тени брагама, итинен поддувай дыргы чокка бы эвит. Көгүтерге. Көгүтерге. Контент değil de. Вот это контент. Olur.
Итак, друзья, к нам пришел Эдуард, который ранее нам давал свое интервью. Посмотрите, он поймал за сегодняшний день. Клёв слабый. Клев, говорит, очень слабый. Ты здесь раньше рыбачил, да? Незнакомые места. Места, говорит, незнакомые, но клев, говорит, слабый. О, три окуня, да, получается? 5. По сколько граммов там? Ну, на сколько примерно? Но все равно надо пытаться, потому что остальные, может, вообще ничего не поймали. Ну да, ушел. Главное, что с нуля ушел, да. Давай к нашему столу. Сейчас вешаем. Скромному. А, сейчас уже взвешивание будет, да? Хорошо. О, участник. Все. Бирка висит. Вот такой вот улов. Ну, а мы сидим, кушаем. Все едим. У всех рты забитые. Бастырым боло элек. А? Бастырым боло. Да. Вот Туяра желает ему счастья. Hayati. Антон уже говорит, ребята, наверное, другие. Викторина вырын. Итак, друзья, сейчас начинается конкурс бурения. На скорость бурения. Давайте посмотрим этот конкурс. Он бывает довольно интересным. Предыдущего года, да? Фестиваля. Ты готовы? Внимание! Марш! Дети болеют за отцов! Болеют за отцов! В этом году очень плотный лед, очень толстый лед, снега мало, речка промерзла, очень тяжело. Болеем за наших участников. Дети, болеем за отцов, болеем. Макс, давай. Первое место. Подходим, записываем фамилию сразу. Секундами 300 отмечаем. Первое место по бурению Жуков Максим Сергеевич. Второе место есть. Второе место Павлов Анатолий Павлович. Третье место идет упорная борьба. Немножко осталось, давайте. Давайте, подождите. За третье место борьба. Третье место есть. До конца. Ну, было четвертое место. Третье место Карпов. Толстый, однако, Карпов лед Григорий попался. Анатольевич. Третье место. Толще всех там, наверное. Ну вот, друзья, это был конкурс бурения среди отцов. Сейчас будет основной конкурс бурения среди личного первенства. Это будет, думаю, намного интереснее, потому что участников там довольно
много. И посмотрим, как ребята бурят лед. Так, сейчас возьмем интервью у участника. Владимир Севастьянов. А расскажи, пожалуйста, как прошли сегодня у тебя соревнования? Что-нибудь поймал или нет? В этом году первый раз участвую. Так. Что-то голяк нету. Ну, мы Нет. командно состязались. Ага. Немножко есть. Так что посмотрим. Главное, не последнее место. Главное участие. Сам давно рыбачишь, нет? Ну, редко. Не профессионально, но вот год бывает, несколько раз бывает. А, хорошо. Ну, Поздравляю. любители, не профессионалы. Хорошо, хватает. хорошо. Да, да, здесь все любители в основном. Вот. Зрители, отходим назад, назад, назад. Отходим назад. Gitarı falan orada da. Витя, ты тоже смотри. Уважаемые участники, приготовились. Старт. Внимание. Давай, 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 Саня! Все быстрее! Все, давай! Давай! Все быстрее! Вот это да! Давай! Домой пешком пойдешь! Давай! Еще! Давай! Еще один! Давай быстрее! Давай чуть-чуть! Макс, давай! Давай! Давай, давай! Я не помогу. Толкни! Есть! Кондратьев первый! Давай до последнего! Кашталин, да. Ким дені бұл? Қандығы? Қандығы еке? Буран денді. Итак, друзья, преимущество Торнадо М показало, что вот Буран ледобур не добурил 130-й, но как мы видим, что Тонар лидирует в этом зачете буров, так скажем. Посмотрите, вот в основном торнады. «130-й, да? Сюся тут так-то. 130-м, да? Вот. Ребята бурят 130-ми бурами. Думаю, конечно, все молодцы. Вот такой вот конкурс. Ну вот, друзья, после обеда погода у нас ухудшилась. Пошел вот такой снег. И сейчас я удостоюсь чести взять интервью призера этих соревнований. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Шергин Александр Никентьевич. Сегодня фортуна улыбнулась мне, и я занял первое место. Отлично, поздравляю. Расскажите, как вам удалось поймать столько рыбы и как вы нашли это место? Ну, как,
Я здесь постоянно рыбачу, Ага. всю зиму считай. Ну вот, знаю примерно, где рыба. Места, да? А сколько получается вы поймали? 2700. 2700. Это личное первенстве, да? Да, да, да. Отлично. А какой вы получили приз? Я слышал, что первое место лодка резиновая. Нет, бензопила китайское производство. Ну, фирму не помню. Могу показать. Классно. Ну, поздравляю вас. Будете еще принимать участие на следующий год? Ну, я второй раз занимаю первое место. А, да, Так че? что стимул есть. Классно, классно. Ну, поздравляю еще раз с победой. Желаю удачи, успехов, здоровья, счастья. Вот. И сейчас вот продолжаете дальше рыбалку, да? Нет, Я так вот, понял. смотрю, друзья рыбачат. Сейчас уже уезжаете, да, все? Сейчас поеду. Отлично. Ну, хорошо. Ну вот, дорогие друзья, вот такая прошла рыбалка имени Евгения Гребнева. Поэтому ждите новости, ждите следующие выпуски с таких вот мероприятий. Если вам понравился сюжет, пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всем хорошего настроения, всем спасибо, всем пока.